уровень поднялся по сравнению с прошлым годом. Состав участников более квалифицированный стал. Глава Ингушетии встретился с оргкомитетом второго международного шахматного фестиваля «Башня Согласия». У юрты население увеличилось 5-6 раз. А производство воды стоит на месте. А то дать. Все вопросы, претензии и предложения рассмотрят в рабочем порядке и при личном участии. Сход граждан в Назране. Очная ставка в интересах безопасности, высокую аварийность на дорогах обсудили на встрече нарушителей и Совбеза. Новый центр по обслуживанию клиентов, 7-й по счету компании, 2-й на территории Назрани. Еще 5 имеются в Малгобеке, Сунже, Карбулаке и сельском поселении Галашки. Удобно и быстро. О деятельности нового центра обслуживания клиентов МРСК «Ингушэнерго» расскажем в выпуске. Есть такие устройства для подъема грузов, либо пострадавших. Protraction – это ролик с зажимом. В Джейрахском районе проходят 6-е по счету соревнования спасателей на Кубок Кавказа. Добрый вечер, это новости 24. Яназбек Евкуров и чрезвычайный полномочный посол Саудовской Аравии в стране Абдулрахман бен Ибрагим Ар-Раси вместе с супругой посетили Джейрахский район. Первым пунктом пребывания высоких гостей в горной части республики стало посещение башенного комплекса Вовнушки. Глава Ингушетии и гости из Саудовской Аравии пообщались с туристами, которые также приехали воочию увидеть природную красоту нашего края и тысячелетнюю крепость в скалах Вовнушки. Далее они посетили крупнейший башенный комплекс древний Эгикал. Руководитель субъекта сам лично провел экскурсию, подробно рассказав о древних постройках и проживавших в них в древности ингушах. Гостей сильно впечатлила история и красота горной Ингушетии. Супруга посла Саудовской Аравии в России Шарифа Фахад Абуллах Аль-Авайда сказала, что надеется снова вернуться в Джейрахский район. Яназбек Евкуров и его гости побывали в самом высокогорном селе Джейрахского района Бейни. Именно здесь несколько лет назад инвестор Башир Куштов построил фамильную усадьбу и гостевой комплекс Кушт-Гала. Сегодня комплекс открыт для всех желающих. Проект главы республики именно сделать туристический кластер в горах. Как только проект был озвучен, мы получили разрешение и начали строить. Это маленькое начало, которое показывает о том, что у нас есть на что посмотреть, Кавказский хребет. Самое главное, у нас есть общее понимание. И вот эти горы, которые испокон веков вдохновляли, и вот дом охраны, вон тот. Вот этот дом охраны, получается, оттуда вот сюда. Это новое шале, получается, современный лад. А оттуда туда, это то, что было испокон веков заложено нашими прадедами. Да, башенный комплекс, который будет до конца достроен. И оттуда, когда будете спускаться сюда, будете оттуда спускаться, смотреть историю. Там будут... Вот именно это, субханаллах, благодаря нашему главе. Сегодня глава Ингушетии встретился с оргкомитетом второго международного шахматного фестиваля «Башня Согласия», который вчера стартовал в республике. Главный судья соревнований Артем Ахметов и главный редактор сайта Международной федерации шахмат Владимир Барский рассказали руководителю региона о турнире и отметили, что программа соревнований насыщена и интересна. Турнир соберет гостей из различных регионов России, Израиля, Испании и Кыргызстана. Организаторами данного фестиваля выступает спортклуб «Ади Ахмад» совместно с правительством Республики Ингушетия. Соревнования будут проводиться по швейцарской системе в 9 туров в соответствии с действующими правилами ФИДЕ. В рамках фестиваля состоится детский турнир «Надежды Северного Кавказа-2017», на который допускаются дети до 13 лет, юноши и девушки до 19 лет. Глава Ингушетии пожелал организаторам плодотворной работы, а участников попросил передать слова напутствия и пожелания интересной игры и яркой победы. Уже сейчас дети пошли, взрослые начинают интересоваться более сильно турниром. Сейчас уже
из других регионов приезжают вот на этот фестиваль. Ну, уже больше 100 человек у нас Больше 100 зарегистрировано. человек. Детский там, в этом году мы поменяли формат, там 4 турнира детских до 13, мальчики, девочки и юноши, девочки до 19. Ну и уровень поднялся по сравнению с прошлым годом, состав участников более квалифицированно стал и расширилась география, то есть очень приятно, что толчок есть. Да. Тема закрепилась уже в республике, и смотреть там 2 года, 3 года назад, когда мы начинали, и сейчас, конечно, разница большая. Самое главное, что дети любят этот вид спорта, и родители мотивированы, чтобы дети изучали шахматы. А задача наша уже, тебе как министру спорта, не самоустраняться от этого дела. Я хотя и сказал, что это в школах будет секции, но это спортивная тема. И ты должен каждый клуб держать на контроле. Мы с министром образования должны составить план соревнований между школами, между муниципальным образованием. Я же говорил вам уже, вот как в любом виде спорта, у вас должно быть там количество. Если у спортсмена не будет там как минимум 5-6 соревнований в год, то с него не будет нормальный спортсмен, у него не будет практики. Так и в шахматах, так я понимаю. Конечно, целевая программа такая делается. То, что они играют там в школах, сидят между собой играть, это не соревнования, они просто играют. А соревнования, когда человек чувствует напряжение, готовится к нему, там, это там грамоты получает. Мы должны разработать, вот как дорога в М1 у нас там, такую же программу разработать, один в один. Еще поставить на поток, чтобы у нас были как минимум 4 таких республиканских соревнований там, между классами, школами, муниципальным образованием, цепочку там разложить. И 3 соревнования такие региональные, типа окружные, там еще ну, по росту выше. Вот 7-8 соревнований в год для людей, детей, это будет как мотивация для спортсменов. А по школьной программе там уже чуть вон, уроки юным шахматистам. Это вам. Молчаливое противостояние между двумя гроссмейстерами Эрнестом Наркиевым и Борисом Гельфандом приковало внимание ценителей древней игры. Шахматный международный фестиваль в Ингушетии набирает обороты. Турнир продлится до 13 августа. Именно в этот день мы будем наблюдать главный матч-реванш. Репортаж Индиры Манкиевой. Напряженные лица, гробовая тишина в зале. Самая мирная битва тянется уже несколько часов. Каждую секунду гроссмейстеры прокручивают в голове различные ходы и возможные комбинации, ведь исход игры зачастую зависит от одного хода. Разыграно английское начало, построили еж. Вот. Ну, некоторые там у белых небольшой, может быть, пространственный перевес. Вот. Ну, самое интересное нас ожидает впереди. То есть, пока позиция еще не определившаяся, то есть еще предстоит борьба. В своей манере играет, он получил такой пространственный комфортный перевес. Вот. Но тем не менее у Эрнеста достаточно шансов для уравнять позицию, то есть пока еще такой серьезной опасности его позиция не представляет. За ходом шахматной партии молча наблюдает весь зрительский зал, оценивают тактику королей игры опытные и начинающие шахматисты. Друг против друга российский шахматист, чемпион Европы 2016 Эрнест Наркиев и израильский гроссмейстер Борис Гельфанд. Для каждого игра точно стоит свеч. За кого ты больше болеешь и почему? За Эрнеста, потому что он российский гроссмейстер. И вообще игра была интересна? Да. Чем она тебе понравилась? Чем она была интересна? Позиция была интересна. В прошлом году израильский шахматист одержал победу над российским, и Эрнесто не намерен повторяться. Матч-реванш гроссмейстеры возьмут 13 августа. Вот тогда и определится победитель. Индира Манкиева, Мербек Миржоев, Новости 24. Высокую аварийность на дорогах обсудили в Назране. Там прошла встреча нарушителей с Советом безопасности и сотрудниками госавтоинспекции. Подробности у нашего корреспондента Заремы Ивлоевой. За 7 месяцев 2017 года в республике зарегистрировано 117 крупных ДТП. 40 погибших и еще 200 человек получили увечья. Винить судьбу удобно, но если зрить в корень проблемы, то даже невооруженным глазом видно. В ужасающей статистике виноваты самоуверенные нарушители, в послужном списке которых штрафы от ГИБДД порой можно исчислять десятками. 497 человек задержаны за управление транспортным средством, не имеющие права управления. То есть мы не боимся ни кары госавтоинспекции, ни кары всемогущего. Ничего не боимся, прямо смело садимся. И самое страшное,
несколько замечаний я сделал женщинам, которые своим детям разрешали без водительного садиться. Это я, прости меня. Я говорю, я тебя прощу. Ну, тебя никто не простит за то, что если он что-то натворит, с кого ты будешь прощения просить? В этом зале представители Совета безопасности, ГАИ, Управления по делам религии и сами виновники торжества – нарушители. В ГИБДД составили так называемые черные списки. В них включили водителей, за которыми числятся от 10 и более неоплаченных штрафов. Дударов Магомед Ахметович. Ага, вот. Понятно. Вот имеете вы нарушение, 10 нарушений, по 500 рублей каждое. Долги Иса Магомедович, Воложува, 2С, 11 нарушений, 7 тысяч рублей штраф. Благодаря такой очной ставке организаторы встречи пытаются понять, что движет лихачами. Секретарь Совета безопасности уверен, что постоянных нарушителей нужно показывать по телевидению, чтобы вся республика знала их в лицо. Возможно, нежелание получить дурную славу заставит задуматься. Инициатором сегодняшней встречи явился глава Республики Ингушетия Узбек Бамангиреевич Чевкуров. Вызвано это тем, что мы все ежедневно видим, какие трагические события на дорогах республики происходят. И те меры, которые принимают сегодня и Государственная инспекция по безопасности дорожного движения, и муниципальные органы, и имамы населенных пунктов, эта работа недостаточна. И поэтому нужно будет выработать комплекс мероприятий для того, чтобы минимизировать совершение дорожно-транспортных происшествий на территории Республики Ингушетия. Многие из приглашенных правонарушителей просто не пришли. Особенно здесь ждали встречи с неким Ахмедом Аушевым из Карабулака, который накопил штрафов на 35 тысяч рублей. А семья этого молодого человека не так давно потеряла в ДТП 3 родственников. Но несмотря на такую семейную трагедию, автолюбитель в числе злостных нарушителей. Большинство нарушителей – это молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Представители Коммолодежи тоже пытаются повлиять на сознание лихачей. Но, как показывает статистика, пока в этом направлении гордиться нечем. Хотел бы обратиться к молодежи. Кикинах, лорли. Мы не просто себя подвергаем опасности, мы подвергаем и других людей. Их подвергаем опасности. Сколько еще жизней нужно положить под колеса, чтобы ингушские гонщики поняли, что лихачество рано или поздно приводит к несчастью? Списки злостных нарушителей будут передаваться в администрации городов и сельских поселений, а оттуда в мечети. Их фамилии будут звучать не только в эфирах новостей, но и на каждой хутбе. Зарема Ивлоева, Рамзан Миржоев, Новости 24. 11 лет назад будущий медик, тогда студентка Мадина Ахильгова попала в страшное ДТП. Долгое время находилась в коме. За этот период потеряла отца. Но выкарабкалась благодаря врачам и маме. С того момента жизнь действительно поделилась на до и после. Расскажет Индира Манкиева. Изменилось буквально, знаете, все. Выбранная профессия, мечты. С этим пришлось полностью распрощаться. И уже вот принять вот эту ситуацию, когда ты в коляске, и уже думать, как быть и как выйти вот из этой ситуации. Обычный вечер. Мадина ждала своей маршрутки, как откуда ни возьмись, в остановку врезалась «Газель». В результате около десятка серьезно пострадавших и даже погибшие. Очнулась Мадина в больнице. Девушка не сразу поняла, что у нее отнялись ноги, и лишь спустя некоторое время осознала, ходить она больше не будет. Так ее жизнь разделилась на до и после. Человек всегда надеется, что он сможет встать и пойти, что у него есть шанс. И вот тут начинается санаторий, профилакторий. И эта надежда, она никогда не покидает, что ты опять вернешься в тот образ, который был. Надежда на какое-то время пропала. 3 года депрессии. Ровно 3 года Мадина не выходила к людям, закрывалась в комнате и ни с кем не разговаривала. Девушка, у которой все было впереди, которая строила большие планы на будущее и мечтала стать врачом, в один миг лишилась всего. Мне трудно было с этим смириться, что я никогда не вернусь к своей профессии, к которой я стремилась не 1 год.
Я ходила к репетиторам с одного города, с одного края в другой. Это было очень трудно. Я училась на пластического хирурга. Была вот такая мечта делать людей красивыми. К сожалению, не удалось. Вместе с Мадиной горе переживала вся ее семья. Сестра Марета – человек, который с самого начала был рядом, не отходя ни на минуту. Мадина младшая и была всеми любима, рассказывает Марета. И новость о том, что она попала в страшное ДТП и диагноз паралич нижних конечностей прогремел, как гром средь бела дня. Еле-еле вытащили ее с этой ситуации, что на этом жизнь заканчивается, что мама тоже переживает, и мы переживали за нее так сильно. Ну вот так потихоньку она и начала. История молодой перспективной студентки, которая в будущем могла бы стать хорошим пластическим хирургом. История человека, до заветной мечты которого, казалось бы, осталось рукой подать. Один злосчастный случай навсегда усадил ее в инвалидную коляску. Наглядный пример того, чем может обернуться лихачество водителя. Более 30 погибших, десятки пострадавших. И все это за первое полугодие 2017-го. Непонятно, водители то ли действительно спешат, то ли просто хотят уложить стрелку спидометра и тем самым вмешаться в чью-то судьбу, стать причиной горя целой семьи. Мадина сама водит машину и удивляется нетерпимости наших водителей. Девушка не понимает, как из-за любви к скорости или простого желания добраться до пункта назначения на минуту раньше можно ставить под угрозу здоровье или жизнь. Хотелось бы обратиться к тем людям, которые взяли на себя такую ответственность, как вождение автомобиля, чтобы берегли своей жизни и жизни окружающих. Потому что от этого зависит не только жизнь людей, но и всей семьи. Просто хотелось бы сказать, не ломайте судьбу людям. Мадина оказалась не из слабых, посмотрела на себя со стороны и поняла, что пора оживать, и ей это удалось. У девушки началась новая жизнь. Сегодня Мадина, работая при правительстве региона, поддерживает инвалидов, пишет книги, стихи и песни, пробует себя в качестве модельера. Мечту делать людей красивыми она все-таки осуществила, открыв свой необычный салон красоты для людей с ограниченными возможностями. Надо было как-то с этого состояния выходить и приучиться к улице, то есть вести такой же образ жизни, как до аварии. И сегодня Мадина в очередной раз убеждается, что идея начать новую жизнь и снова выйти в люди была правильной. А что с ногами? С ногами? Вот машина на меня наехала, и у меня теперь болят ноги. Они у меня поломаны. Я тебя покатаю. Я тебя, говорит, покатаю. Ну, давай, покатай. И это лишь одна история человека, на долю которого выпало нелегкое испытание, но желание жить и четко определенные до трагедии цели заставили нашу героиню собрать волю в кулак и побороться прежде всего с собой. Все, чего она достигла сейчас, это результат силы воли, времени и смирений. Но где гарантия, что для воспитания этих качеств у каждого пострадавшего в аварии будет время? Индира Манкиева, Майрбек Миржоев, Новости 24. Аптечная наркомания, санитарное состояние местности и благоустройство улиц. Все эти вопросы сегодня звучали на сходе граждан. Он прошел на Сыркорте. Здесь же подвели итоги проделанной работы по результатам прошлой встречи. Подробнее расскажет Ферида Миржоева. Встреча местных властей с жителями Насыркорта начинается с отчета о проделанной работе. Прошлый сход граждан здесь состоялся 3 месяца назад. За это время удалось решить целый список злободневных проблем. Так, по обращению населения благоустроено 3 улицы – Комсомольская, Халмурзиева и Южная. Рассмотрено обращение по вопросам услуг ЖКХ и начислений пенсии, а также улучшение качества сотовой связи. По переносу почтового отделения и базовой сотовой станции, расположенной вблизи мечети по улице Эсмурзиева на Сыркорт. Цинагы, председатель правительства Заязля Пишмоды, по многочисленным жалобам жителей Насыркорта на плохое качество связи 1 июня 12 числа
Мегафоном установили базовую станцию сотовой связи и рядом с отделением почтовой связи. В местную администрацию не раз обращались жители, чьи дома пострадали при строительстве канализационного коллектора в Насыркорте. После последнего схода граждан по поручению главы региона специальная рабочая группа занялась вопросом выделения денежной компенсации. Адам Газгиреев пострадал не меньше остальных, однако свое имя в заветных списках он не нашел. Алихан Тумгоев берет вопрос под личный контроль и обещает, после проверки пострадавшему будут возмещены все убытки. Не обошли стороной и проблему с дорожной разметкой и знаками. До начала школьного сезона всего месяц, а для детей, которые пойдут в новую 6-ю школу, переходить федеральную трассу вовсе небезопасно. Обеспокоенным родителям объяснили, что эта проблема будет решена до 1 сентября. Но куда более остро здесь стоит вопрос с водоснабжением. У Юрта население увеличилось 5-6 раз. Да. А производство воды стоит на месте. А то дис. То дать. Весь хол дина халс. Ну дина дис. Хана дина медизих. Весь раб изяж может дис хана. Дина хал дис, бисид хал дис хи. Мачхан хал дис хи мошили. Ах. Не, лето дохлац. 2-3 сотки огород. Цик помидор нас таич. Сон хитсит еш жол гитсис. Магаский водозабор идет, лето да сушишь, слабо да сушерве. 8 маханяцвиш. Пхаиш. Пханенdik ир тагын тагица дянтве 12 оттевиш. Хадиша ши Муса Маскуцве. Еши Исави. Слабо насуш лята сабахан лагадве ха. Хат жиса ши тагистиш вен хидик я вен сули. Благоустройство улиц, качество услуг ЖКХ, экологическая картина местности. Вопросов на повестке дня немало. К примеру, Ахмед Магушков просит у народного мэра установить на улице трансформатор. Проблему Алихан Тумгоев решает прямо на месте. Каш буш хавот будет. Каш буш кот пахарса, да трансформатор. Электрик хайси, улица Эсбурзиева, я, Эсбурзиева. Не Телефоном раязил. Общественный совет Насыркорта серьезно обеспокоен проблемами аптечной наркомании. То, что рядом с 10-й школой ежедневно собираются любители дрифта, энергетиков и даже напитков покрепче, ни для кого не секрет. Однако ситуация с каждым днем все более накаляется. Язык бы. Хаи бич. Бич. Да, веш кабелдыш баадет свет сарсали. Весь арарсак. Веких ждаться, веш кабелдыш дуй. Местные власти заверили жителей, что наказаны будут не только сами нарушители, но и участковые. Все вопросы, прозвучавшие в зале, должны быть решены до следующего схода. Тем и полезны подобные встречи, что проблемы простого населения решаются своевременно и сообща. Ферида Миржоева, Мейрбек Миржоев, Новости 24. За 1,5 года ингушским медикам удалось снизить младенческую смертность на 20%. Этот хороший результат врачи планируют закрепить и улучшить с помощью новых возможностей перинатального центра. В учреждении уже спасли не одну жизнь. Более того, специалисты объекта включились и в научную деятельность. Там прошла конференция. О ней подробно расскажет Мадина Пугоева. Спасти и сохранить – таков девиз врачей Республиканского клинического перинатального центра, который ежедневно борется за жизнь и здоровье матери и ребенка. И хотя свои двери медицинское учреждение распахнуло совсем недавно, новая система родовспоможения уже активно внедряется в здравоохранение республики. За короткий срок медикам удалось не просто показать положительную динамику развития, но и добиться определенных результатов. В копилке уже 700 женщин, которые получили лечение и выписали. Не женщин и малышей. 600 это уже, извините, как бы количество, и все женщины отсюда фактически вышли с улучшением. Мы сегодня провели где-то 330 родов провели. Значит, родилось у нас около 340 детей.
То есть мы здесь как бы получили. У нас ежедневно уже сделано 4 операции по высокотехнологичным методам лечения. Чтобы повысить этот показатель, необходимо наладить комплексную работу и взаимодействие всех медучреждений республики. Именно поэтому в стенах перинатального центра проходит большая научно-практическая конференция. Одна из главных тем обсуждения – так называемая перинатальная комиссия, ее цели и задачи. Заведующая женской консультацией Тамара Имиева рассказала собравшимся о пороках развития плода и тактике ведения беременности и родов у женщины с высокой степенью риска. Акрония – это частичное или полное отсутствие кожных покровов костей черепа и аномалия развития головного мозга. Порок выявляется на ранних сроках, до 21 недели беременности, пока плод не жизнеспособный. И также необходимо ставить вопрос о детерминации этой беременности. За 1,5 года ингушским медикам удалось снизить младенческую смертность на 20%. Уже сейчас по этим показателям республика опережает субъекты СКФО, входит в десятку лидеров и справляется с этой задачей не хуже других. Хорошим подспорьем для этого стало современное оборудование, квалифицированные врачи, тесное взаимодействие с крупными медучреждениями страны, работа дистанционного консультативного центра и не только. Все сложные случаи сегодня, вот вы слышали предварительно, да, о чем главный врач говорил, они уже замыкаются на перинатальном центре. Каждый ребенок, находящийся в реанимации, новорожденный, консультируется, значит, по системе телемедицины с научным институтом. Это уже результат, это возможность выжить. Сделано немало, а предстоит еще больше. Участники конференции уверены, на достигнутом останавливаться нельзя, а потому первостепенными для ингушских врачей становится сразу несколько задач. Это организация работы дистанционного консультативного центра для оказания медицинской помощи и динамического наблюдения за беременными, роженицами, родильницами и новорожденными с высоким риском по материнской и перинатальной смертности. Нам необходимо снизить до уровня непредотвратимых потерь показатель материнской смертности. И снизить, конечно же, основная задача – снизить младенческую смертность до 6 на 1000 живорожденных. С открытием перинатального центра желающих получить медицинскую помощь в стенах именно этого учреждения значительно возросло. Учитывая, что в республике действует 3 уровня системы родовспоможения, стоит отметить, лечение и наблюдение беременности в клиническом центре требуется женщинам высокой группы риска по развитию перинатальной патологии и инвалидности детей. 3-й уровень – это уже наш перинатальный центр. Сюда попадают женщины среднего и высокого риска. Это значит осложненные экстрагенитальные патологии, акушерская патология, ну и, соответственно, патологии плода. Наращивая темпы работы, ингушские медики поэтапно выходят на новый уровень развития здравоохранения в республике. Недавно в перинатальном центре запустили проект телемедицины, который позволяет посредством видеосвязи проводить совещания с врачами на удаленных расстояниях. Это еще один шаг на пути к снижению младенческой смертности. Мадина Пугоева, Рамазан Зурабов, Новости 24. Ингушетия на 22-м месте по степени внедрения и эффективности использования спутниковых навигационных технологий. На базе системы ГЛОНАСС Департамент развития секторов экономики опубликовал рейтинг 85 субъектов страны за 2-й квартал этого года. Лидером стала Курская область. Отмечу, что по итогам 1-го квартала текущего года наш регион был в списке отстающих. За 2-й квартал Ингушетия значительно улучшила свои позиции, поднявшись с последних мест на 22-е. Самые низкие показатели у Пермского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ставропольского края, Иркутской, Сахалинской и Псковской областей. В Ингушетию приехала председатель Пензенской общественной организации «Благовест», директор Центра для инвалидов-колясочников «Квартал Луи» и инициатор проекта «Дом Вероники» Мария Львова-Белова поделилась с ингушскими общественниками и руководителями различных организаций своими идеями и проектами. Подробнее об этом расскажет Мария Мистоева. Еще в начале лета глава региона Юнусбек Евкуров побывал в Пензе с рабочим визитом, во время которого принял участие в разных мероприятиях города, в том числе и в открытии уникального пансионата для молодых людей с тяжелой степенью инвалидности «Дом Вероники». Руководителю региона настолько понравился проект, что он пригласил Марию Львову-Белову в республику. Настолько всем живо интересовался, ему так все было интересно, все фотографировал, во все вникал. И после этого он предложил приехать в гости к вам в республику и, собственно, поделиться опытом. Я надеюсь быть очень полезным для вашего региона. Конечно, специфика у вас особенная. Меня совершенно поразило, что у вас нет детских домов, у вас нет домов престарелых, потому что в нашем центре находятся дети-сироты. Мария Львова-Белова – инициатор и руководитель общественного проекта «Квартал Луи». В небольшом квартирном доме молодые люди с ограниченными возможностями живут все вместе, в дружбе и согласии, учатся самостоятельности и жизни без зависимости от чьей-либо помощи и опеки. Еще один важный проект Львовой-Беловой, который помогает жильцам квартала Луи
обеспечить себя арт-холл-кафе, в котором работают только инвалиды. Важность таких идей и визит инициатора в нашу республику сложно переоценить. Результаты этого визита, и уверен, мы используем на благо нашей республики, на благо тех людей, которых мы пригласили сегодня. Нам интересно, потому что в своем роде это уникальный проект для Пензы, для нас тоже. Я не думаю, что их много в стране реализуется. Они реализуются, то или менее они разные. Но этот проект нам показался очень интересным. Мы хотим посмотреть, как его можно использовать в наших условиях. Впрочем, в планах у общественного деятеля много проектов, которые она хочет реализовать не только на территории Пензы и области, но и в других регионах страны. Хочется поделиться теми нововведениями по трудоустройству, которые у нас есть, потому что мы создаем инновационные рабочие места. У нас первые в России бармены-колясочники, у нас первые в России, собственно, директор хостела, человек на коляске. Мы осваиваем разные профессии, которые мы можем поделиться. И я очень надеюсь, что сегодня мы сможем вместе обсудить, найти точки соприкосновения, исходя из того ресурса, который есть у вас. Не только поделиться советами с коллегами, но и перенять опыт руководителей здешних благотворительных и общественных организаций. Главная цель визита общественного деятеля. Ингушским коллегам, в свою очередь, есть что рассказать и показать. Мы расскажем, поделимся, перенимем какой-то опыт от них. И, может быть, они у нас тоже что-то увидят, им понравится. Кстати, им уже показалось очень интересным то, что фонд имеет свой специализированный микроавтобус. Люди с ограниченными возможностями, так же, как и остальные, мечтают, к чему-то стремятся и строят планы. Главное, чтобы рядом вовремя оказался человек, который поможет и поддержит. Мария Мистоева, Рамзан Зурабов, Новости 24. Около 80 человек в день смогут принять в новом центре обслуживания клиентов МРСК «Ингушэнерго». Это дополнительная возможность получать услуги по принципу одного окна, то есть доступно и оперативно. Подробно о работе специалистов расскажет Амина Бокова. Так, Измайлова Лидия. Так, за май, апрель, июнь. Лидия Измайлова – одна из первых клиентов нового ЦОКа. Об открытии центра обслуживания клиентов женщина узнала совсем недавно. Решила оплатить счет за свет, а заодно узнать о текущих задолженностях в режиме одного окна. Свободное помещение, отсутствие очередей приятно удивляет. Первым делом отмечает Лидия. Раньше мы ездили по Чеченской. Было очень далеко. Очень большие очереди были, потому что там же обслуживали все сельские местности, не только Назрань. Поэтому и всего там сидело, кажется, 2 или 3 оператора. Приходилось уходить. И не раз я уходила. Да, уходила. Новый центр открылся месяц назад. В день здесь обслуживают по несколько десятков клиентов со всего Назрановского района. Во многом такой наплыв связан с тем, что новый ЦОК расположен рядом с остановкой, что очень удобно для жителей отдаленных населенных пунктов. Мария Горданова приехала из Плиева. Отмечает, гораздо удобнее и быстрее оплачивать счета в центре, чем в почтовом отделении у себя в селе. Очень удобно. С Плиева едешь, след здесь, вышел, на 9-ку сел, я торгую на базаре. В новом ЦОКе помимо оплаты коммунальных услуг можно сверить данные показателей приборов учета и оставить заявки на опломбировку или замену счетчика. Помимо этого сотрудники центра дают консультации по вопросам энергообеспечения. Иногда у нас делают сверку о том, пришли ли их льготы, единая денежная компенсация, а также субсидии малоимущим, тоже немало интересующий вопрос потребителей. Также мы делаем и сверку на льготы. И, в принципе, бывает, у нас попадаются абоненты из других районов, то есть с Малгобекина приходят. Тоже делаем сверку, объясняем, что и как, и производим тоже оплату. С каждым годом перечень услуг в режиме одного окна растет. В этом году появилась еще одна дополнительная функция. Получение технических присоединений к сетям электроэнергии. То есть теперь эта функция дополнительно в ближайшее время будет открыта. Если до сих пор шло обращение только скажем, центрального управления, но вот теперь данное обращение возможно в этих центрах обслуживания клиентов. Новый центр по обслуживанию клиентов 7-й по счету компании, 2-й на территории Назрани. Еще 5 имеются в Малгобеке, Сунже, Карбулаке и сельском поселении Галашки. Здесь надеются, новый ЦОК максимально упростит работу с клиентами, сделает ее прозрачнее и эффективней. Амина Бокова, Рамзан Мержоев, Новости 24. В Назрани в специализированном зале бокса продолжается чемпионат СКФО. Уже полуфинал. На самых острых моментах подробно расскажет Саид Куштов. В боксе победа рождается на ринге, а начинается в спортивном зале. Открывает вечер полуфинальных поединков Имран Хамхоев и Александр Машлинский. Ингурский спортсмен уверенно настроен на победу. Ведь на ринге без преувеличения решается будущее его боксерской карьеры. Я на этом все равно усердно готовился. Соперника я так не знаю.
Ну, ринг покажет, кто из нас лучше. Противостояние весовой категории до 52 килограмм. Преимуществом высокого роста и длинных рук успешно пользуется Имран, держа первое время соперника на дистанции. Однако все же пропускает серию двоек в корпус от соперника. Но бокс – это школа жизни, она учит не бить, а держать удар. Третий раунд завершен. Победа за Хамхоевым. Я с соперником работал на дальней дистанции, он должен был подойти ко мне, что он был на ближний бой боксировал. На ближний бой он был. Я понял, что с ним нужно работать на дальней дистанции. Проигрыш в бою еще не значит поражение в боксе. Главное не пасть духом. Это лишь еще одна мотивация к успеху, отмечает соперник. Соперник хороший был, не раз с ним боксировал, опытный, хороший. Есть чему поучиться. Навыков набрался за этот бой. Есть что переосмыслить бой, посмотреть много раз его. И так бой мне понравился, отработал хорошо. Поединок весовой категории до 64 килограмм еще задолго до начала обещает выдаться весьма интересным. Боксер из Кабардино-Балкарии против Ингушского. Оба на ринге демонстрируют, сдаваться точно не в их правилах. Максимум техники, молниеносная реакция и работа по корпусу, частый клинч, и рефери делает замечание Магомеду Тангиеву. По истечении всех 3 раундов оба боксера измотаны, но победа достается сильнейшему. Соперник Варвахан, мастер медленного класса, вырос, опытный боксер, лакавар, обоюдно поработали. Первый раунд так узнавал соперника, во второй раунд тоже побоксировал, в третий раунд чуть подустал. Нормальный был. Хочешь стать хорошим боксером, работай на пределе своих возможностей. Рахман уверен, спортсмену ждет блестящее будущее. Нужно лишь приложить для этого усилия. Уровень бокса На исход поединка между Плиевым и Абдусаламовым повлияло вчерашнее рассечение брови. Но спортсмен из Ингушетии оказался стойким и готов был биться до решающего гонга. Однако судьи остановили бой и присвоили победу Абдусаламову. До финала совсем ничего, но зрелищные поединки никто не отменял. Кто из них в итоге поедет на чемпионат России, станет известно совсем скоро. Саид Куштов, Рахман Цуров, Новости 24. В течение этой недели в Ингушетии в Джиракском районе проходят 6-е по счету соревнования спасателей поисково-спасательных формирований на Кубок Кавказа, приуроченный к 25-летию образования республики. 18 команд Северокавказского и Южного федерального округов состязаются за звание лучших в своем деле. Участники сплавляются по горной реке, выполняют упражнения на перекладине, сдают 3-километровый кросс по горной местности и не только. Юсуп Гелисханов расскажет. Есть такие устройства для подъема грузов, либо пострадавших, протрекшн, это ролик с зажимом. То есть это то снаряжение, которое необходимо для спасения в горах, в принципе, что сейчас у нас, какой этап и проходит. Специальные зажимы, зацепы, спусковые страховочные устройства, так называемый десантер. И это еще не полный список снаряжений, который должен быть в рюкзаке у каждого спасателя. Соревнования разделены на несколько классов, этот скальный. Команда из Ставропольского края побороться за Кубок Кавказа готова на все 100. Ребята в такого рода соревнованиях участвуют не впервые. Сергей Олехин один из лучших спасателей. На этом поприще он трудится уже 3 года. Работа в МЧС привлекала его еще в детстве. Здесь мы выполняли подъем пострадавшего в 2 этапа. Это физически сложное упражнение и довольно-таки сложный скальный маршрут. В процессе тренировки ты получаешь очень много навыков и умений. И тем не менее в соревнованиях мы каждый раз общаемся с разными командами. То есть обмен большой очень опытом идет, потому что каждый раз мы что-то новое узнаем для себя. И в работе, конечно, это очень сильно пригодится. Подняться на скалу уже задача не из легких, а спасателям в таких условиях нередко приходится еще и спасать пострадавших. Сейчас свои навыки в этом деле демонстрирует ингушская команда. На подъем и спуск у них максимум час. Кто раньше справится с миссией, тот и побеждает. Здесь важна каждая минута. Спасатель спуск сопровождающего пострадавшего. Скорость, выносливость, смелость и целый ряд профессиональных навыков вот уже 3-й день демонстрируют участники соревнований. Пока они на скале спасают пострадавшего, внизу за всем происходящим наблюдает целая группа поддержки. C'est команда Доглас Вуса, так
İkaman bu bece agartsayne halt bu alış agartsayız dirjat dej. Sen bal güçleri de o alır, bal su güçleri değil. Zarat sen hava alışta ne olsun şey dojda. Ruhuna olsun, sen olsun da kameldir çartsan değil. Kez kamel sa поддержки касан. Когда он olsun diye uzlaki bu sollaki. За кубок борются около 200 спасателей. Это 18 команд из Северокавказского и Южного федеральных округов, Крыма и Кубани. В каждой по 6 человек. Кросс-эстафета, перекладина, поисково-спасательная операция на воде и оказание медицинской помощи. Эти испытания участникам еще предстоит пройти. За ходом соревнований зорко следят судьи, а здесь без нарушений не обходится. Отсутствие страховки бывает, там узлы не всегда завязаны, теряешь снаряжение. Но уровень сложности — это профессионалы, которые... Скажем, студентам бывает тяжело, здесь приезжают, им тяжело участвовать. То есть команды должны быть опыт иметь, во-первых, физическую подготовку, техническую подготовку. Вот здесь вот эта скала, которая тут без технической, какой бы человек сильный не был, если у него нет умения, то тяжело ему не залезет. Трудность преодоления маршрутов для спасателя компенсируется прекрасным горным пейзажем, ведь соревнования проходят в одном из живописнейших мест Джейрахского района в горном массиве Кавдаламид. Кубок Кавказа проводится в первую очередь для совершенствования навыков, необходимых при проведении поисково-спасательных и аварийных работ, а также для повышения профессионального мастерства спасателей. Итоги подводить еще рано. Соревнования продолжатся еще 2 дня, после чего планируется церемония награждения и официальное закрытие. Юсуп Гелисханов, Рахман Цуров, Новости 24. Джейрахский район вновь примет ежегодный международный фестиваль бейсджампинг «Ингушетия Бейс-2017». Соревнования пройдут с 5 по 10 сентября. Они приурочены к 25-летию Республики Ингушетия. Ну а готовятся к состязанию спортсмены уже сейчас. Свои прыжки посвящают республике имениннице. И сейчас мы совершим прыжок в честь 25-летия образования Республики Ингушетия. Гостеприимной республики. Всем добра, всего доброго. Известные российские бейсеры Евгений Житких, Алексей Дроздов и Александр Булахов приехали заранее подготовиться к фестивалю и открыть новые участки для прыжков. Ежегодно покорять высоты Ингушетии на соревнования приезжают лучшие бейсджамперы из России и других стран. Уже 5-й по счету фестиваль будет посвящен всемирно известному бейсджамперу Глебу Воеводину, основоположнику ингушского бейсджампинга. Напомним, Воеводин был в числе погибших в результате авиакрушения на Алтае в феврале этого года. Экстремал не пропускал ни одного спортивного мероприятия с участием бейсджамперов, проходивших в республике. Здесь он совершил прыжок с высоты 3000 метров в честь Олимпиады в Сочи. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.